Взлететь в любой момент. Российские авиакомпании готовы возобновить рейсы в СНГ. Опрос российских авиаперевозчиков показал, что компании ждут только решений властей, чтобы открыть воздушные сообщения, и первые в очередь на восстановление контактов страны Содружества. Мария Науменко, Данара Курманова. Россия может возобновить пассажирские авиаперевозки со странами СНГ раньше, чем другие государства, сообщил министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Спутник обратился в российские авиакомпании и выяснил, готовы ли они оперативно возобновить рейсы, начнутся ли полеты в июле. Страны СНГ – это нам близкие международные перелеты, возможно, мы сможем начать перелет туда раньше, чем общемеждународную, заявил 30 июня российский министр транспорта. Руководитель транспортного ведомства не озвучил конкретной даты открытия авиасообщений между странами, однако ранее говорил, что надежда на возобновление международных рейсов в июле еще жива. Он отметил, что власти будут ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию. Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации Росавиации предложил начать поэтапно восстанавливать международные перевозки со стран СНГ. В секретариате вице-премьер Татьяна Голикова утвердили, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поручил МИДу Росавиацрепнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия авиасообщений, и этот вопрос сейчас обсуждается. Кроме того, решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично с учетом договоренностей России с другими государствами. В российских СМИ фигурирует вероятная дата запуска зарубежных рейсов 15 июля. Первыми могут начаться полеты в страны Евразийского экономического союза и СНГ. Перевозчики ждут решений властей в авиакомпании S7 Airlines. Маршрутная сеть, которая до пандемии включала полеты в Азербайджан, Молдову, государства Центральной и Средней Азии, заявил Спутник, что ждает решения. Правительство Российской Федерации по открытию границ. S7 Airlines готова оперативно возобновить выполнение международных рейсов, как только получит все необходимые разрешения. Самолет, который временно не задействован в расписании, находится в состоянии готовности к полету и готов взлететь в любой момент, заверила пресс-секретарь группы компании S7 Надежда Хаитова. Она отметила, что перевозчик будет ориентироваться на актуальный спрос, исходя из которого будет определена география полетов. На данный момент компания не собирается исключать какие-то международные направления или сокращать количество рейсов. В пресс-службе Ютайр также заявили, что все самолеты в рабочем режиме, поэтому рейсы возобновлятся сразу, как только получат разрешение властей СНГ. До пандемии Ютайр выполняла полеты в Азербайджан, Беларусь, страны Средней Азии и так далее. Авиакомпания Redvance планирует возобновить полеты после снятия ограничений на своих традиционных маршрутах, ответил Спутник советник гендиректора Redvance Дарья Каплунова. По данным Росавиации, S7 Airlines и Ютайр входят в топ-6 лидеров по количеству перевезенных пассажиров на международные и внутренних рейсах.